Девгиз в Куртатинском ущелье, одно из самых живописных в Северной Осетии. На этом месте уже более года строят современную дачу. Горный воздух, удаленность от городской суеты. Но чем не прекрасное место для отдыха? Только вот ограда постройки вплотную примыкает к Девгизской крепости, почти полностью закрывая обзор на культурное наследие, история которого насчитывает более 14 веков. Девгизская наскальная, или как ее еще называют, пещерная крепость – объект культурного наследия федерального значения. В средние века здесь располагалось одно из наиболее мощных оборонительных сооружений Кавказа. По преданию, около 500 лет назад Девгизская крепость полгода сдерживала войска персидского шаха Аббаса, завоевавшего почти все Закавказье. Запасы пищи у воинов-куртатинцев постепенно иссякли, но мудрое решение помогло им выжить. Они сбросили оголодавшим врагам последнее, что у них было – бычью ногу. Враги поубивали друг друга за кусок мяса, и Аббасу пришлось снять осаду. Эта крепость была одним из таких крупных населенных пунктов средневековой Алании, которая замыкала котловину, контролировала вход в ущелье. И в огромном государстве таким населенным пунктам уделялось огромное значение, потому что караванные дороги, караванные пути контролировались именно такими населенными пунктами, которые могут в случае какой-то опасности просто замкнуть какое-то общество и прекратить к нему доступ. Археологи оценивают возраст крепости в 800 лет, но, по мнению экспертов, люди могли жить здесь еще в каменном веке. Если учитывать, что в более древние времена такие пещеры использовались людьми каменного века, и в бронзовом веке такие укрепления не могли не использоваться в качестве жилья или оборонительных каких-то сооружений, и такую удобную, как сказать, площадку перед этой пещерой в виде населенного пункта, то, я думаю, население здесь проживало очень давно и просто-напросто наслаивалось друг на друга. Сейчас стены древней крепости превратились в подобие заднего дворика. Здесь отстроили деревянный коттедж, а территорию вокруг дома обнесли высоким забором. Собственник этого земельного участка – жительница Владикавказа Дима Ахполова. В Комитете по охране и использованию объектов культурного наследия республики нам рассказали, что земля была выделена ей для ведения личного подсобного хозяйства. Возводить здесь какие-либо дома запрещено. Из-за масштабной стройки подъезд к культурному памятнику теперь закрыт. Оставили только узкую тропу в 2 метра, а положено 6. У нее есть свидетельство о праве собственности на земельный участок, где написано ограничение ведения личного подсобного хозяйства, потому что она построила в непосредственной близости к объекту культурного наследия федерального значения, находящемуся в федеральной собственности. Второе, она нарушила доступ к памятнику, потому что если будут проводиться реставрационные работы или если будут туристические группы там находиться на территории памятника, и мало ли что случится, даже в рамках противопожарной безопасности, там очень узкий проход, чтобы выйти оттуда. В своих действиях Ахполова ссылается на выписку из похозяйственной книги селения Девгиз за 1993 год, где подтверждается, что право на земельный участок ей выдала администрация Алагирского района. Однако оформление самовольной постройки прошло без участия районного руководства. Почему в кадастровой палате Северной Осетии без соответствующего разрешения выдали свидетельство о государственной регистрации права на дом, непонятно. Выписка из похозяйственной книги дает возможность оформить земельный участок в собственность, минуя администрацию района. То есть, если житель прожил на территории этого населенного пункта, является коренным жителем, он обращается к главе поселения, и точно так же по этой схеме и были оформлены земельные участки. Строения, которые возведены на участках, конкретно касается домов, они осуществлены без разрешения, без положенного оформления, и материалы на сегодняшний день находятся в судебном рассмотрении. В феврале этого года Министерство культуры Северной Осетии подало иск в Алагирский районный суд. В ходе разбирательств вынесли предписание снести самовольную постройку и привести территорию в первоначальный вид до 15 марта. С тех пор прошел уже месяц, но строительные работы продолжаются с прежним упорством. Даже подрядчики уверены, ничего противозаконного их наемщики не делают. Проход там есть, люди нормально ходят. Как мне, насколько известно, тут раньше вообще было не пройти, не проехать. И тут люди облагородили и сделали все условия. У Девгизской крепости, состоящей в государственном реестре объектов культурного наследия, четко определена охранная зона.
На снимке со спутника видны обозначенные границы территории, которую категорически запрещается использовать для любых видов нового строительства. Дом Ахполовой расположился как раз в пределах неприкасаемой зоны. Почему некоторые наши с вами сограждане позволяют себе ставить свои личные интересы выше, чем национальные и общественные интересы? Завиш – это намоленное место. Завиш приезжали десятки, сотни наших с вами соотечественников с очень чистыми помыслами, добрыми намерениями. Это, если хотите, было воспитанием и молодого поколения. Там не принято было себя вести неподобающим образом. Поговорить с самой Димой Ахполовой нам не удалось, номер телефона она скрывает. По адресу регистрации дверь нашей съемочной группе не открыли. Точка в этой истории пока не поставлена. Сколько продлятся судебные тяжбы, неизвестно. Но каков бы ни был итог, главное – уберечь памятник культуры в том виде, в котором он сохранился до нашего времени, и не делать с ним то, что не смогли столетия. Тамила Хамицаева, Елена Черенкова, Олег Рамонов, Михаил Безуглов. Осетия ТВ.